Ну, мы хотим его видеть. Если какие-то вопросы, идите жалуйтесь в вышестоящие органы. Есть Мосгорсуд, есть высокий суд, то есть Верховный суд. Человека незаконно забрали, мы не можем его оттуда вытащить. А вы говорите о каких-то... Как вы его вытащите? Ну, к примеру, да? Я его забирал на закон. Он что-то, наверное, сделал, что его задержали, понимаете? Идет суд, идет разбирательство. Мы, как родственники, мы хотим, чтобы он нас увидел. Понимаете? Я вам еще раз объясняю, что в связи с коронавирусом людей не пускали. Надо родственников всех пустить туда. Вы кто? Никому не мешаю, никому. Просто сижу. Вы кто, Дагиру? Кто вы? Я племянник, родной. Больше родней не бывает. Вот они тоже, братья, все племянники, все родственники. Почему нас не пускают? Кого туда пускают, если родственников не пускают? Кого? Кто там занимается? Кто там слушает? Мы же к нему пришли. Да. Вот надо в зал хотя бы пустить людей, послушать, как суд идет, о чем говорят, как судят, почему судят. Мы хотим знать, как родственники, мы хотим знать, как он виновен, почему его осуждают. Мы же для этого пришли, мы же переживаем. Вы сами откуда приехали? Я сам с Чечни. Из какого места? Я с Брагунова сам, житель этого Дагира, односельчанин. И родственники его прямой. Они тоже такие же. И мы все с одного села. Александр Александрович, адвокат. Ну вот как прошел процесс? Сегодня процесс, можно сказать, и не начался, только рассматривался вопрос о продлении меры пресечения всем подсудимым, а по существу судебного заседания не было, потому что сторона обвинения не смогла обеспечить явку свидетелей в судебное заседание. Поэтому в суде только рассматривался вопрос о продлении меры пресечения всем подсудимым. Соответственно, суд удовлетворил, по мнению защиты, безосновательно ходатайство прокурора о продлении стражи до 3 месяцев, до 19 декабря этого года. Поэтому ничего особенного, по большому счету, сегодня. Мы как-то стали плохо, машины едут. В процессуальном плане не произошло. Ну вот кроме продления меры пресечения. Давайте, может. А состояние здоровья Дагира как? Состояние здоровья нормальное, веселый, оптимистичный, нацеленный на результат. По здоровью жалоб никаких не высказывал. Единственное, мы сегодня в суде предъявили на обозрение суду выписку из истории болезни, согласно которому он в июле этого года перенес хирургическое вмешательство, соответственно, и сейчас находится в условиях следственного изолятора. Понятно. А вот ваше отношение к тому, что вот не пустили родственников Дагира и других вот... Честно сказать, я удивлен этим вопросом. Сегодня не успели поднять этот вопрос перед судом, но думаю, что в следующий раз, в следующее судебное заседание однозначно этот вопрос будет поставлен. Но сегодня уже после судебного заседания я с секретарем судьи переговорил, можно так сказать, и он мне заверил, что в следующий раз все будут допущены в открытый процесс. Спасибо большое. Пожалуйста, представьтесь. Адвокат Тиванян, защита интересов Казани. Ну, процесс как прошел? Процесс как таковой по существу он и не проходил, и не начинался.
то есть в связи с неявкой свидетелей, которых как бы непонятно приглашали или нет, по информации, которая есть от свидетелей, их никто не вызывал на сегодняшнее заседание. Соответственно, мое личное мнение, сегодняшний процесс был затеян только для продления меры пресечения. Поскольку единственный вопрос, который решался, это только продление меры пресечения по ходатайству прокурора. Защитники и сам Хасавов заявляли ходатайство об изменении ему меры пресечения, поскольку, в принципе, и потерпевший допрошен был в прошлом заседании и не давал никаких объяснений, либо, в принципе, он не говорил, потерпевший, о том, что на него, в принципе, когда-либо оказывалось давление со стороны Хасавова, что, в принципе, отрицает вину как Хасавова, так и Джамалудинова. На этом основании просил Хасавов изменить ему меру пресечения, равно как и всем остальным участникам. Адвокаты, естественно, аргументировав свое мнение, также поддержали, но, тем не менее, суд нас в очередной раз не услышал. Меру пресечения продлили на 3 месяца, то есть до 19 сентября. Ходатайство прокуратуры, то есть гособвинения, удовлетворили, а нам отказали. И сразу отложение, то есть следующая дата судебного заседания 17 сентября. Ничего другого как бы сегодня не обсуждалось и не происходило. А Дагир Хасавов сам выступал там на процессе? Естественно, он выступал очень долго, суд пытался его прервать, ссылаясь на то, что он там приводит доказательства, дублирует. Несмотря на это, Хасавов, он заявил ходатайство об изменении меры пресечения, которое у него было в письменном виде, аргументировано. Он его до конца изложил, приобщил к материалам дела. Соответственно, мы все его поддержали и добавили свои как бы аргументы, но суд нас не услышал еще раз. Никаких как бы изменений по мере пресечения. До 19 декабря оставлено под стражей. Ну а какие вы видите перспективы дальнейшего вообще развития этого дела? В перспективе в дальнейшем, если будет так продолжаться, то, что суд не слышит аргументов, конечно, делать выводы мы не можем, мы можем только услышать приговор. Но учитывая, как игнорируются как бы доводы и не дается им оценки, по крайней мере, на наш взгляд, да, то есть если гособвинитель говорит, надо продлить, потому что приводят шаблонные, уже избитые фразы, одни и те же из раза в раз, то защита, в свою очередь, каждый раз приводит новые аргументы. В частности, один из последних аргументов, о котором Хасавов говорил, это то, что он перенес операцию и нуждается в определенном лечении, уходе. И это как один из аргументов для изменения меры пресечения. Тем не менее, судом этот аргумент не был учтен, принят во внимание, суд нас не услышал. Что дальше будет, время покажет. А в ЕСПЧ жалобы были поданы? Они уже, поданы, они подаются по мере поступления постановлений, по мере вынесения незаконных, на наш взгляд, незаконных актов, подаются каждый раз. То есть с самого начала при избрании меры пресечения были поданы жалобы в ЕСПЧ. Одно из последних, которые намерены подавать, это последнее постановление Мосгорсуда, которым в силе оставили продление меры пресечения, определение апелляционное. Но, к сожалению, мы его еще не получили. Я лично запросила в Мосгорсуде в установленные законом сроки протокол судебного заседания. И, соответственно, апелляционное определение будет нам направлено, надеюсь, когда дело поступит в Дорогомиловский. Протокол я в Мосгорсуде запрашивала. Запрашивала я недели, наверное, сейчас скажу примерно вам даже. То есть у нас 20-го, по-моему, да, последнее заседание? Да, что делать? В Мосгорсуде. Нет, 18-го вроде. 18 числа было в Мосгорсуде судебное заседание, 21 или 22. Вот один из этих дней я подавала, ходатайство, заявление о выдаче мне аудиопротокола и письменного протокола. До сих пор такого нет. Ну а когда будет рассматриваться в ЕСПЧ вообще ваши заявления? В ЕСПЧ по мере поступления нарушений мы подаем дополнительные жалобы, но там, к сожалению, рассматривается не так быстро, как нам бы хотелось. То есть жалобы подаются, все на стадии рассмотрения. Ждем. Спасибо. Надеемся. Спасибо. Удачи вам. Спасибо.